А на свой народ что, плевать? Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какие озвучены подробности строительства лагеря для беженцев в Таджикистане. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы всегда оставаться в курсе событий. В Джамаате-Пяндж началось строительство лагеря для беженцев из Афганистана. Об этом во время пресс-конференции рассказал председатель Джайхунского района Абдулхафиз Адиназода. По его словам, для городка выделен участок площадью более 2 гектаров. Средства для возведения ограждений вокруг лагеря выделят из областного бюджета, отметил Адиназода. При этом жилье для афганцев будет строиться за счет средств государства и других источников. Строительство лагеря контролируют сотрудники Министерства внутренних дел республики. Кроме этого, Адиназода отчитался об обстановке на таджикско-афганской границе. Все, что происходит на той стороне реки Пяндж, это внутренние дела наших соседей, а на нашем приграничном районе все спокойно, нет никаких проблем. Люди занимаются повседневными делами, рассказал председатель Джайхунского района. О стабильности обстановки на территориях близких к Афганистану сообщил и глава Пянджского района Зариф Худжа Шахион. В последний месяц ситуация ухудшилась в соседней стране, там бои, но в это время не зафиксировано попадание пуль или других боеприпасов или перехода граждан Афганистана на нашу территорию, подчеркнул Шахион. Он добавил, что на случай возникновения угроз в районе зарегистрировано около 1000 солдат и офицеров запаса. Кроме лагерей для беженцев, в Таджикистане строят специальные склады, где будут хранить необходимые для проживания вещи и продовольствие. Как вы относитесь к такой ситуации, что все это, по сути, будет строиться за деньги Таджикистана? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. В июле республика приняла более 1000 афганских граждан, которые бежали из Афганистана из-за вооруженного конфликта между правительственными войсками и участниками запрещенного в России радикального движения «Талибан». Наступление боевиков усилилось из-за вывода из страны войск США и НАТО. В связи с этим в республике возникла еще одна угроза. Из-за нестабильной обстановки в Афганистан начали стекаться участники террористической организации «Исламское государство». По словам министра обороны России Сергея Шойгу, группы игиловцев организованно перебираются в страну из Сирии, Ливии и других регионов. Конечно же, Таджикистан делает благое дело приютить мирных жителей. Но эксперты утверждают, что то, что Таджикистан делает это по сути за свои деньги, неправильно. Ведь мировые лидеры, которые так пытались урегулировать там ситуацию, вводили свои войска, должны взять на себя часть этих расходов. Вы согласны? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!